В городе Покровске Хангаласского района женщина-инвалид с несовершеннолетней дочкой вот уже несколько месяцев живут в руинах своего старого дома, снесенного согласно программе переселения из ветхого и аварийного жилья. В ситуации разбиралась наш корреспондент Виолетта Засимова. Барак по Заводской 22 был признан аварийным в 2006 году. Нынче все жильцы по программе переселения получили ключи от квартиры в новом доме по улице Строительная, 1. Так почему же семья Воробьевых, мать Мария и дочь Кристина, влачат существование в полуразрушенном здании, где нет электроэнергии, а тепло идет от печки? Так получилось, что квартира по Заводской 22, в которой они жили более 10 лет, была записана на свекровь Марии. В итоге сейчас квартира для переселения выставлена на продажу, а невестка с внучкой остались жить в ужасающих условиях. С утра мы просыпаемся, печку топим. Вечером после обеда опять печку топим, потому что уже выдувает, прохладно, уже осень. Ну, без света сидим, только вот ходим, там покушаем, туда придем. Спать ложимся. Чай пьем и спать ложимся. По закону дочь Марии Кристина имеет право на проживание в новой квартире, но недавно выяснилось, что каким-то образом родственники мужа без ведома самой Марии выписали ее дочь и прописали по неизвестному адресу в поселке Махсагаллох. Отец несовершеннолетнего ребенка с ними не проживает в настоящий момент. И о том, что она была снята с регистрационного учета, мы узнали только лишь на судебном заседании. Более того, отец несовершеннолетнего ребенка имеет регистрацию по одному адресу, а несовершеннолетний ребенок имеет регистрацию по другому адресу. То есть адреса фактически разные. В администрации города Покровска об этой ситуации знают, ведь за ходом исполнения программы переселения из ветхого и аварийного жилья следят именно они. Но по их утверждению проблема Марии Воробьевой выходит за рамки их полномочий. Она считает, что если люди проживают в этом жилье, даже не являясь нанимателем, то каждому жильцу положено по нормам. Но у нас переселение аварийного жилья, по постановлению, знаете, да, что мы руководствуемся тем пунктом, что взамен аварийной жилой площади предоставляется равнозначная новая площадь. По площади. Да. Да. В гонке за недвижимостью в людях раскрываются порой самые потаенные пороки. Когда взрослые не могут договориться и начинают лить грязь друг на друга, в первую очередь от этого страдают дети. Ситуация с семьей Воробьевых непростая, необходимо судебное разбирательство, но и помощь со стороны властей не была бы лишней. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, НВК Саха, Хангаласский улус.